Таким образом, этот народ был не только стерт с политической карты Европы, но и почти полностью истреблен за короткие 20 лет железом, усталостью, лишениями и болезнями. Si peuple n'est donc pas yété seulement face de la carte politique de l'Europe, mais extermine presque tout entier dans le court espace de venance par les fiors, par les fatigues, par les privations, par les. Современное состояние южных губерний Европейской России известно очень мало, и тем не менее оно достойно внимания наблюдателя. Мы знаем, что после военного движения, имевшего место в 1783 году, и договоров 1784 и 1792 г., завершивших нашу систему мореплавания и торговли на юге, правительство имело все необходимое для того, чтобы воспользоваться преимуществами, только что добытыми силой своего оружия и мудрости своей политики. Страны, которые оно приобрело, были теми самыми, где, по словам Геродота, писавшего почти 23 века назад, кочевали скифы-кочевники. С тех пор их всегда населяли скотоводческие народы, а в последние времена татаро-нагайцы, которые, как и скифы, постоянно находились в движении со своим скотом и стадами. Но когда эти земли были захвачены русскими войсками, нагайцы отправились на поиски новых земель под покровительством турецкого императора. Татары-нагайцы, жившие за пределами Крымского полуострова, занимали при ханах все северное побережье Черного моря от Дуная до Кубани. Население двух ОРД, Буджака и Джетсона, даст представление об их численности. Первая, населявшая Бессарабию, однажды смогла, по словам Кантемира, выставить от 30 до 40 тысяч человек. Вторая, кочевавшая между Днестром, Борестеном и Бугом, где она обосновалась в 1728 году, могла обеспечить, по свидетельству Пейсанеля, 80 тысяч человек кавалерии. В ходе войны, которая началась в 1768 году и которая, можно сказать, действительно закончилась только в 1792 году, все орды покинули страну. Одна часть перешла Днестр, а другой было позволено уйти и утвердиться под покровительством России в степях, простирающихся до Кубани. Но, привыкшие к постоянному насилию и даже не терпящие соседей, они без конца имели неприятности с калмыками, казаками и войсками Кавказской линии. В итоге правительство приняло постановление, в 1783 году, чтобы послать войска для их сокращения и выселения на равнины Урала. Генерал Суворов, по приказу которого в 1778 году произошла эмиграция христиан из Крыма, был также ответственен за принуждение к эмиграции нагайцев. Но ему пришлось иметь дело с народом, отличающимся от армян и греков по характеру, религии, социальному положению и политической ситуации. Он потерпел полную неудачу. Нагайцы перешли за Кубань и массово бежали на Кавказ, не без потери множества своих в этой ситуации. Один из их предводителей, Баязет-бей, легко склонил их подчиниться России. Таким образом, три орды Джедисона, Джамбуйлука и Джидичкула вернулись в 1791 году в свои прежние городища, а дальше на плодородные равнины, отведенные им правительством между Молочной, Джушанля, Бёрдой и Азовским морем. Но этих нагайцев тогда было всего 16 тысяч, мужчин и женщин. Таким образом, этот народ был не только стерт с политической карты Европы, но и почти полностью истреблен за короткие 20 лет железом, усталостью, лишениями и болезнями. Такова история нового обустройства этого народа в 1791 году на землях, которые он уже населял. Подчеркивание из цивилизации татар-нагайцев на юге европейской России. Антуан Жуди Дюгур. De la civilisation des Tetas Nagais dans les midi de la race européenne.